Самое главное – безопасность. Вход без средств защиты на этот раз воспрещен. Второй день голосования на избирательном участке 620 проходит спокойно, без суеты. Ведь времени проявить гражданскую активность у избирателей еще достаточно. Как сообщают члены комиссии, переносные урны заполняются быстрее. Желающих отдать голос на дому гораздо больше. Признаются, переживали, что не все голосующие поймут важность соблюдения мер безопасности. Я боялась, правда, что они будут отказываться от перчаток, от масок, а это и нам опасно, и им опасно. Но никто до сих пор не возразил, вот сколько приходили. Все послушно волонтеров слушают, используют все, что, вернее, выполняют все, что они просят. За готовностью 620-го избирательного участка сегодня наблюдает и первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов. Все нормально. На тепловизоре удовлетворительные показатели. Средства защиты тоже имеются, значит, их проверке можно приступить. Участники проверяются не только на наличие необходимого оборудования для традиционного проведения голосования. Особое внимание уделяется индивидуальным средствам защиты. Как у нас процесс проходит? Какие вопросы, какие сложности? Все ли у нас на месте? У нас сложности, процесс идет хорошо, я довольна. Члены комиссии довольны, хорошо голосуют. Все необходимые средства имеются? Защитные средства, изоляция, все у нас есть. Понятно. Михаил Илезов отметил, что на участке никаких нарушений замечено не было. УИК полностью обеспечен всем необходимым для голосования. Также первый заместитель председателя правительства подчеркнул важность поправок как для жителей республики, так и для всей страны в целом. И призывает всех, у кого есть возможность, проявить гражданскую активность. Там затрагиваются вопросы семьи, затрагиваются вопросы культуры, образования, вопросы социального характера, вопросы пенсии, территориальной целостности. Я призываю всех прийти, выбрать время, проголосовать, проявить гражданскую ответственность. В инспекционной поездке участвуют также и представители администрации. Мэр города не только проверяет организованность УИКов, но и исполняет свой гражданский долг. Урслан Евлоев считает, что все поправки важны и не может выделить отдельную, так как каждая из них затрагивает самые значимые сферы жизни страны и россиян. Я думаю, что люди поняли, насколько важны на сегодняшний день эти поправки. Вот я тоже сегодня приехал на этот участок, проголосовал, отдал гражданский долг, поэтому я призываю людей прийти и проголосовать. Также в ходе инспекционной поездки Михаил Илезов посетил 616-й избирательный участок на базе школы-интерната в Назране. Правила безопасности для всех одинаковые. Волонтеры пропускают только проведя тотальный контроль. Надо обязательно все требования выполнять. Несмотря на то, что нам сложно, я понимаю, что постоянно находиться в масках, в перчатках, это все сложно. Для кого это делать? Да. Для нас же самих. И обязательно для населения, чтобы мы обеспечили безопасность, в том числе для тех людей, для голосующих. Глава очень серьезное внимание, очень серьезное внимание. У нас здесь и охрана есть, и все наличие есть, поэтому наша задача с вами максимально это все правильно провести. Михаил Илезов напомнил, что обеспечить полную безопасность избирателей во всех смыслах, в том числе и санитарную, необходимо до полного окончания общероссийского голосования. Также пообщался и с волонтерами, которые помогают в организационных вопросах на участке. Перед тем, как покинуть здание, инспекционной группе указали на отдельный выход, предусмотренный уже для потока проголосовавших. И это тоже очередная мера для безопасности здоровья людей, хоть и приходится делать небольшой круг. Защищенными себя избиратели могут чувствовать и на избирательном участке 608. Михаил Илезов отметил, что на всех УИКах все требования по линии безопасности соблюдены. Подчеркнул, что соблюдению всех правил проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию особое внимание уделяет и глава региона. Помещение обрабатывали, там специально должны быть обработать. Помещение обработали. Хорошо. Чистим все, протираем. Голосующие приходят, там... Все вот так вот процедуру делаем. Всего на участке зарегистрировано 2690 избирателей. Члены комиссии признаются, что на выходные ожидают побольше людей. За ходом проведения также наблюдают 3 члена общественной палаты. Голосование проходит вполне себе спокойно, нарушений пока что не наблюдалось. Все проходит хорошо и гладко. Надеюсь, что вот так вот и в таком темпе пройдут все остальные дни голосования.
А Дугархан Аздуева, несмотря на будний день, нашла время принять участие в голосовании. Признается, проголосовать за поправки, которые обеспечат защиту труда и закрепят социальные гарантии, считает своим долгом. Голосовать идешь бы на каждый шаг в голове, вообще дал. Прием избирателей только в полной экипировке. На этом голосовании защищены не только голосующие, но и члены комиссии. Признаются, что этот формат отличается от предыдущих новыми требованиями, но уже со второго дня голосования начали привыкать. Всего в Назране 20 избирательных участков. Как отметил первый заместитель председателя правительства, все проверенные УИКи в полной мере обеспечены. И пока никаких организационных проблем выявлено не было. Инспекционные поездки на территории республики первый вице-премьер Михаил Елезов планирует продолжить и в остальные дни общероссийского голосования по поправкам Конституции. Проверят ход голосования и готовность УИКов. Ну а у граждан впереди еще несколько дней, чтобы внести свой вклад в определение вектора развития великой страны. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.